За окном монотонно бьет дождь. Стеклянные капли сползают вниз, теряются в черной бездне московской ночи. Я стою у холодного подоконника, вцепившись дрожащими пальцами в подоконник, и немой крик душит меня изнутри. Почему я остался совершенно один? На кухне домов престарелых давно погас свет. Лишь у моей двери до сих пор мерцает тусклая лампа. Единственный свидетель того, как в эту ночь рушится мир 60-летнего мужчины по имени Юрий. Меня зовут Юрий Сергеевич Аксенов. Мне 76 лет. И уже много лет мои дни сжаты до размеров этой комнаты в подмосковном пансионате для одиноких. Каждое утро я просыпаюсь под заунывный звон колокольчика, завтрак. И каждый вечер провожаю в той же тишине, что поселилась во мне много десятков лет назад. Иногда я сижу перед окном и думаю, если бы сейчас кто-то пришел, посмотрел бы мне в глаза, вспомнил бы что-то обо мне, наверное, все бы изменилось. Когда я был ребенком, дожди казались мне капельками счастья. Маленький дом в Костроме, покосившаяся избушка, выкрашенная когда-то в голубое, а теперь облупившаяся и стертая временем. В комнате всегда пахло хлебом и свежесваренным чаем. Я рос с чудесной, светлой женщиной, моей мамой, Екатериной Ивановной. Она умела улыбаться даже тогда, когда в доме, кроме картошки и чеснока, почти ничего не было. Мать шила на дому. По вечерам под тихий шелест дождя ее тонкие пальцы ловко управлялись с иглой. Бывало, она укачивала меня напевом, и, казалось, весь мир сужается до этого шелеста ткани, маминого нежного шепота и стрекота дождя по крыше. А отец... Для меня эта тема... Я с малых лет знал, если у отца в глазах холодок, значит, ночью будут громкие слова, хлопки дверей, а утром виноватое молчание. Все мое детство строилось из коротких, как дневной свет зимой, радости и долгих сумерек страха. Я рано понял, счастье — вещь такая хрупкая, что разбивается с первого глухого удара кулака по столу. Мама всегда держалась. Ради меня. Ради того, чтобы я верил, бывает, что в мире добро сильнее зла. Она говорила мне, шептала по ночам: «Юрочка, главное — читать книжки. Это твои друзья. Научишься много читать, научишься много понимать». Именно это помогло мне не сломаться, когда началось самое страшное. Но в ту апрельскую ночь, когда за окном свирепствовала гроза, я еще понятия не имел, что с этого все переменится навсегда. А дождь, который раньше казался мне музыкой, станет навсегда напоминать о потере, одиночестве, о том, как однажды можно проснуться совсем взрослым в 6 лет. Но всему этому еще только предстояло случиться. Собаки лают во дворе, где мы с мамой привыкли жить под свист ветра вокруг потрепанного забора. Тишина, которую создает отец, разрезается иногда хрипами радио, а иногда тяжелым вздохом матери, ее короткой молитвой из-под ледяного простыня. Я был единственным ребенком, и все истории, запахи и страхи вплетались в мое утро, словно тонкие нити в домашнем половике. Что-то красивое, что-то горькое, что-то навсегда. Кострома — город небольшой. В 58 году все было тихо и бедно. Наш дом стоял у самой кромки леса. Утром редкие машины с гремучими прицепами проезжали по щебенке, от их вибраций тряслись окна в кухне. Мама всегда старалась находить тепло, даже когда Ленке в полке 3 книги.
Васек Трубачев, детство Никиты и потрепанный томик Чехова. Я часами листал страницы. Учился грамоте по маминому почерку. Иногда негромко читал самой себе под нос. «Юрочка, читай вслух, чтобы дома звучали слова, а не только шум дождя и крики». Но громче любых слов была тишина, которая нависала, когда отец возвращался домой поздно. Кеткина шаль на плечах мамы дрожала вместе с ее руками, как только заскрипит калитка. Он мог быть разным. Добрым, если выиграл в карты, злым, если проиграл зарплату. Я слишком рано запомнил, что в России бывает холодно не только от погоды, но и от взгляда человека, которого должен был любить. Вечерами мы с мамой ели густой суп из картошки и луковицы, иногда чуть сметаны, если сосед привозил с дачи. В эти моменты она пыталась шутить. Картошка — наш главный ужин. Зато не забудем, как пахнет хлеб, когда наступит хороший год. Я любил эти минуты, растягивал их, чтобы смех задержался в комнатах. Она часто рассказывала о детстве, вспоминала, как ее отец, мой дед, был лесничим под Ярославлем. «Юр, ты знаешь, лес ночью поет. Там не страшно, если с тобой кто-то родной». Для меня ее истории становились убежищем. Убежищем от отца, его глухого недовольства всем на свете. Однажды, жаркой июльской ночью, когда запах свежескошенной травы проникал в окно, мама тихо заплакала. Я не спрашивал, почему, просто обнял ее. Впервые почувствовал, что иногда не нужны слова. В тот вечер мне захотелось, чтобы все оставалось таким же. Маленьким, теплым, тесным, пусть даже с грозами за окном. Но мама все чаще смотрела на дорогу, выходила с сумкой к остановке. «Читай много, помогай маме и помни. Главное в человеке — это доброта». Я тогда не понял, почему он сказал это так медленно, почему глаза его были печальными. В августе, впервые за много лет, отец остался дома несколько дней подряд. Ночью он пил, потом спал, потом снова пил. На столе появились бутылки, а на полу рваные газеты. Мама ходила по комнате, что-то собирала в коробку, перечитывала записки, складывала фотографии. В ее взгляде была тревога, будто над всем домом нависло что-то огромное, серое и страшное. За день до грозы, когда тучи накрыли весь город, мама шепнула: «Юрочка, если что-то случится, не бойся. Я всегда буду рядом, даже если стану звездочкой над домом. Главное, береги себя, читай свои книжки и никогда не груби людям». Я подумал, что она шутит, как раньше, но ее глаза были очень серьезными. В ту роковую ночь, когда дождь будто решил смыть город с лица земли, мама обняла меня крепче, чем когда-либо. Я запомнил ее руки, теплые, словно солнце, и голос, чуть глухой от тревоги. «Юрочка, я очень тебя люблю. Не забывай об этом, что бы ни случилось». Прошло много лет, но именно этот момент храню в себе как самое дорогое воспоминание. Все, что было дальше, стало тяжелым испытанием, но тогда я еще мог мечтать, верить, надеяться. Пока не началась гроза, которая навсегда изменила мой путь. Гроза, приведшая меня к одиночеству, севшему в моей душе плотной тенью. Я помню все до мельчайших деталей: сквозняк от распахнутой двери, запах мокрой земли и мамины слезы, которые впитывались в мой воротник, словно хотели остаться со мной навсегда. Той ночью, когда гроза рвала на клочки тишину, все пошло совсем не так, как раньше. Резкий порыв ветра распахнул ставни, в окно ворвался холод и, казалось, чужой голос. Я услышал, как в коридоре стучит отец, по полу, по стене, по дверце буфета так, будто искал что-то важнее, чем свою семью. Дождь стал не чем-то Я лежал, сжимаясь в угол старой кровати, и думал, если я буду тихим, совсем незаметным, может, все пройдет стороной. Мама накрыла меня одеялом, села рядом на край, гладила меня по голове, но ее рука дрожала. За стеной шел разговор.
Сначала тихий, потом все громче, и в конце глухие хлопки. Я боялся этих хлопков. Это значило, что отец зол, что сейчас что-то произойдет, чего не должно случаться с людьми. Я закрыл глаза так крепко, чтобы не видеть и не слышать. Считал про себя. 1, 2, 3, 4. Но в какой-то момент даже мои цифры перестали спасать. «Зачем ты шепчешь? Думаешь, я не слышу? Опять с учителем? Опять за спиной?» Голос отца был тяжелым, как осенний лед. Мама попыталась возразить, я слышал, как ее голос становился тоньше, слабее, как она пыталась говорить мягко, уговаривать его. Но все было бесполезно. Я слышал, как он швыряет бумагу, как скрипит нож по столу. Мама собралась уйти. Это чувствовалось по ее шепоту. «Юра, спи, пожалуйста, не выходи. Я все улажу». Она верила, что сможет, а я верил ей. Она — единственный свет, что горел во мне тогда. Внезапно все оборвалось. Грохот за дверью, вскрик, приглушенный вздох. Я замер. И тут отец ворвался в мою комнату. Его лицо было темным, как небо без звезд. Глаза стеклянные, в них не было ни капли любви. Он стоял и смотрел на меня несколько секунд, потом подошел к кровати, схватил меня за плечо, даже не грубо, но так, что я почувствовал холод по всему телу. «Вставай, собирайся». Я слышал каждый его вздох, каждый скрип пола, будто сам становился частью этого. Мне казалось, что сейчас я раскалюсь. На маленькие кусочки, на много юрок, которые будут искать маму во всех подвалах и пролетках города. Отец притянул меня ближе, резко и окончательно. Он вышвырнул меня на улицу, прямо под проливной дождь. Без обуви, босыми ногами на грязном асфальте, я слышал вдалеке ее голос. «Юрочка! Юра!» Но в этой ночи звук ее голоса растворился быстрее, чем я смог вспомнить что-нибудь хорошее. Я шел, не знаю сколько, по дворам, по мокрым тропинкам, под сенью лип и старых тополей. Каждый звук был страшнее предыдущего, каждый отблеск фонаря — ловушкой, в которую мог попасть ребенок, согнутый от страха и холода. Однажды мне показалось, что я услышал стук маленького сердечка, своего, где-то в груди. Потом запах хлеба, потом просто черное, вечное одиночество. Я сел под крыльцо старого дома, прижимаясь к стенке, напрягая уши, чтобы услышать шаги матери, чтобы вдруг случилось чудо. Но чуда не было. Я долго сидел и звал: «Мамочка, приходи за мной, мам». Дождь не прекращался, казалось, теперь он лил специально, чтобы услышать мои слова, чтобы стереть их навсегда с пустых улиц Костромы. В какой-то момент я стал совсем маленьким, почти незаметным, почти прозрачным. Я стал пугаться собственного дыхания, старался не плакать. Ведь мама, если вдруг придет, не должна видеть слезы. Слезы для слабых, Юрочка. А ты сильный. Ты мой герой. Я знал, что не выживу, если не смогу верить в то, что иду по улице не зря. И потому шел навстречу жизни, которая вот-вот должна была меня ударить еще сильнее. Город в ту ночь был чужим, совершенно равнодушным к тому, что где-то по сырому асфальту бредет маленький мальчик. Я пытался согреться, обнимая себя, прижимаясь к стене какой-то кирпичной прачечной, вдыхая запах мыла и сырости. Казалось, время остановилось, и не было ни школы, ни книг, ни двора,
ни даже имени. Я просто был маленький и забытый, потерянный всеми. Звуки города ночью особые. Где-то глухо скрипнула калитка, за забором мяукнула кошка. Изредка проезжала грузовая машина, разнося в прохладном воздухе запах мазута. Вдруг кто-то из соседей заорал, хлопнула дверь. Я вжался в кирпичи так, что они оставили следы на щеке. В такие моменты я хотел стать невидимым, исчезнуть, раствориться, чтобы никто не нашел. Как долго я просидел под этим крыльцом, не знаю, но к рассвету почувствовал, что сил почти не осталось. В желудке ныло, губы покрылись трещинами. Еще пару часов, и я бы, наверное, заснул навсегда. Тогда появился он, дядя Миша, местный пекарь, тот, кого уважала вся улица. Он шел рано с ведром, песня вполголоса, лицо суровое, но в глазах свет. Его взгляду я показался жалким, грязным и дрожащим. «Парень, ты чей? Почему не дома?» — спросил он хрипло. Не дожидаясь ответа, посадил меня прямо возле топки. В его булочной пахло так, как не пахло нигде. Хлебом, корицей, надеждой на лучшее утро. Он дал мне сладкую булку с изюмом и кружку теплого компота, обмотал плечи старой курткой и вдруг, сам не ожидая от себя, прошептал: «Малой, в жизни главное — держаться. Даже если очень плохо, обязательно придет утро. Запомни». Я жевал булку медленно, чтобы дольше помнить ее вкус, чтобы не спешить снова оказаться на улице. Дядя Миша расспрашивал, но я был нем. Весь мой мир — страх, одиночество, мамин шепот на исходе памяти. Он не стал задавать лишних вопросов. Она долго смотрела какие-то бумаги, звонила куда-то, иногда вздыхала, иногда перешептывалась с кем-то через дверь. А я в это время сидел на стуле, ощущая слабость, как будто тело стало 200 килограммов весом. И единственное, что хотелось — маминого голоса, хотя бы на секунду. В кабинете пахло бумагой и кофе, на стене висели плакаты «Береги ребенка» и «Семья — главное». Для меня все это было пустым звуком, бессмысленным, таким же чужим, как эти стены. Я впервые задумался, сколько еще таких, как я, мальчиков и девочек по всей России, теряются ночью по холодным улицам, ждут чужой помощи в чужом городе. «Все будет хорошо, Юра. Тебя устроим временно в детский дом на улице Ленина. Там хорошие воспитатели. Там тепло, накормят, дадут постель. А мама твоя, она однажды обязательно найдется», — сказала инспекторка, но я ей не верил. Я уже знал, иногда самые добрые слова говорят лишь для того, чтобы не чувствовать собственной вины. Меня посадили в семейную «Волгу», вручили старую школьную сумку с чужим пеналом и парой тетрадей, как символ новой жизни, где все станет по правилам. Я смотрел в окно, считал пролетающие деревья, ловил взглядом багровые купола костромских церквей, и каждый раз в душе у меня билось: «Мамочка, где ты? Почему со мной это случилось?» Дорога до детского дома казалась длиннее, чем все мои годы жизни. За окном текли холмы, мелькали речки, резались белые березки, а внутри меня сжигала тревога. Не за себя, а за ту жизнь, которую я уже не мог вернуть. Мы приехали к большому, оштукатуренному зданию с зеленой вывеской: «Детский дом номер 6 имени Щетинина». Это место не пахло домом, пахло полиролью, краской и, как ни странно, ранней весной, которая не... Именно здесь начался следующий, сложнейший этап моей жизни. Жизнь по чужим правилам, в мире, где не было ни теплой маминых рук, ни книжек с родными словами, ни даже запаха любимого дома. Была только я сам, маленький Юра, который учился выживать. Первые дни в детском доме запомнились мне холодом и тишиной.
В коридорах еле уловимый запах свежей краски, дешевой столовой еды и мытого пола. Над дверями шумела вентиляция, в окнах бесконечный дождь. Будто кто-то раз и навсегда решил: для меня теперь не будет солнца. Меня провела по длинному коридору воспитательница, худенькая, в очках, по-московски строгая, но с внимательным взглядом. Звали ее Ольга Борисовна. Она спросила по-доброму: «Юр, как себя чувствуешь?» Я не ответил, просто кивнул. Она погладила меня по голове. Не мамина рука, но теплая, настоящая. В комнатах было много детей, у каждого своя полка с вещами, подушки с нашитыми буквами, старые игрушки, школьные тетради. Кто-то прижимал к себе плюшевого медведя, кто-то рисовал на стекле пальцем, кто-то просто лежал, уставившись в потолок. Здесь редко улыбались, чаще смотрели в пустоту, научившись не ждать перемен. Моей комнатой стала тесная спальня на 5 с облупленным шкафом и жалюзи скрипучими досками. Кровать на углу, самая маленькая, досталась мне. На ней уже кто-то давно рисовал ручкой счастье и сразу зачеркнул. Я сразу прочел это. Аккуратно провел пальцем по выцветшим буквам, стараясь не заплакать. В столовой кормили тушеной капустой, вязкой кашей и иногда давали кусочек колбасы в особые дни. Все ели молча, глядя друг на друга из-под лобья или, наоборот, совершенно отрешенно. По вечерам чай в алюминиевых кружках. Другие, суровые, громко кричали на вечерней линейке, требовали порядка. Иногда вечером из-за стены слышался голос завхоза, который ругался по поводу сломанной двери. Мне всегда казалось, что в этом голосе больше печали, чем злости. Дети здесь привыкли к переменам. Никто не ждал маму завтра, никто не надеялся увидеть своего отца. Иногда приезжали приемные родители, но почти все уже научились не верить в чудо. Забирали самых маленьких или самых послушных, а другие так и оставались год за годом, ведомые по коридорам этих чужих стен. Я все пытался вспомнить дом. Как мама накрывала стол, как на кухне трещал самовар, как в окно заглядывали воробьи. Эти воспоминания были крепче любого сна. Их нельзя было забрать. Даже в этом месте, где каждый день начинался одинаково. Учеба давалась мне легко. Писать, читать, считать, решать задачи. Ольга Борисовна иногда заставляла улыбнуться. «Юра, молодец, у тебя хорошо получается». Я неловко улыбался, смотрел в пол. Но внутри все равно жила тревога. Большая, как море. Холодная, как вода по весне. Вечерами я сидел у окна, ел черствое печенье, смотрел сквозь дождевые капли на город. Там, где-то за речкой, был мой дом. Я шептал маме: «Ты помнишь меня? Ты ищешь меня?» А в ответ имел только гул вентиляции и запах мокрой земли. В один из дней Ольга Борисовна подарила мне книгу. Старенькую, белый бим, черное ухо. «Юрочка, читай. Пусть собака станет твоим другом. Иногда книги — это самое настоящее, что у нас есть». Я перечитывал ее по 3 раза. Ведь у Бима было проще. Кто-то все равно любил его до самого конца. В детском доме были друзья, но не те, которых обычно ждут в жизни. Мы все боялись быть забытыми. В Новый год приносили елку, наряжали самодельными игрушками. Иногда приходили спонсоры, раздавали подарки. Но после праздника все рассыпалось. Подарки терялись, радость угасала. Оставался только длинный январский вечер и свет фонаря у столовой. Я не сразу понял, что теперь моя жизнь будет складываться не из теплых маминых рассказов, а из редких, неполных встреч
с чужими взрослыми, коротких приключений, обидных потерь. Мама превратилась в голос во сне. Тихий, прощальный, чуть дрожащий. Детский дом научил мне простому — выживать, не ждать помощи, никогда не быть слабым. Каждый день маленький бой сам с собой. Каждый вечер надежда, что завтра кто-нибудь откроет дверь и скажет: «Юра, я пришла за тобой». Но таких слов я все не слышал, и с каждым годом внутри меня росла ледяная твердыня одиночества. Шли месяцы. Я становился частью этого дома, этого мира, где любовь и тоска — две стороны одной медали, где все учатся быть сильными, чтобы выстоять хотя бы еще один день. Год за годом я обживал этот чужой, но обязательный для меня мир. Детский дом стал не приютом, а островом посреди равнодушья. Нигде не было родных лиц. Никакой фотографии на тумбочке, никакого письма с простым «Скучаю по тебе, сын». Все заботы были сугубо бытовыми: проснуться вовремя, не забыть сменку, сделать все задания и не попасть под раздачу от строгих воспитателей. Иногда ночью, когда сквозь щели в окнах пробирался лунный свет, я открывал свою единственную драгоценность. Старое, пожелтевшее письмо, написанное мамой за день до трагедии. Там было всего несколько строк. «Юрочка, если вдруг меня не будет рядом, знай, ты всегда в моем сердце». Я перечитывал его медленно, словно боясь стереть слова очередной слезой. Детство в детстве. В эти минуты я почти забывал, что прошлое уже не вернуть, а будущее всегда неопределенно. Друзья появлялись и исчезали. Саша, с которым я делил полку у окна, мечтал стать пожарным, а иногда просто хотел обратно домой к бабушке, которую даже видел во сне с запахом дрожжевого теста. Вова собирал фантики, Ира рисовала фломастерами на тетрадях, и каждый из нас старался найти хоть малую частицу добра, пусть даже в чужом рассказе или короткой улыбке воспитателя. Когда кто-то из детей уезжал с приемной семьей, в доме звучал короткий протяжный вздох. Все понимали, возможно, его жизнь не изменится к лучшему, но внутри оставалось и предательское чувство, будто тебя самого снова не выбрали, снова не заметили. Я научился не ждать чудес. Чудес не бывает. Нужно просто идти дальше, не оглядываться. Школа давала мне спасение. Я учился хорошо не потому, что был способным. Просто хотел доказать самому себе: если книг у меня нет, пусть будут знания. Русский язык, литература, математика, история — все казалось важным. Каждое задание брало свое место в моем сердце, как кирпичики новой, придуманной жизни. Особым удовольствием были уроки литературы, когда Ольга Борисовна читала вслух стихи Пушкина. Ее голос умел превращать даже дождливый день в праздник. «Ты обязательно преуспеешь, Юра. Главное, не сдавайся». Так она говорила после особенно трудных дней, когда я не мог найти ответа на задачку по геометрии или устал от бесконечных нарядов по кухне. Праздники в детском доме были и волшебством, и бурей чувств. Утренники, танцы, огромная елка в холле. Иногда приезжали артисты. Кто-то играл на баяне, кто-то показывал фокусы. На их страницах я искал свой дом. Тот, который остался далеко, за равнинными дорогами, за грубой тоской. Иногда, совсем редко, во двор приезжала красивая женщина на белой «Волге». Она останавливалась,
и, будто не замечая всех детей, заходила к директору. Я мечтал, что она пришла за мной, что она мама, решившая изменить все разом. Но через час машина уезжала, и ничего не менялось. Я оставался тем же, забыт, одинок, но еще не сломлен судьбой. Каждая ночь в детском доме — это ночь борьбы. Борьба со страхом, с памятью, с тоской о том, что могло быть, но не стало. В тишине я шептал во тьме: «Мамочка, пожалуйста, просто позови меня хотя бы во сне». Я ждал этого каждый день. И каждый раз просыпался только с одним ощущением: я должен жить дальше. Так проходили годы, складываясь в длинную, тяжелую дорожку от случая к случаю, от надежды к разочарованию, к взрослости, которая приходила слишком рано. Но ничто не могло заставить меня забыть. За всеми этими новыми буднями жила часть меня, та самая, что знала счастье, тепло и любовь, которое однажды должно было стать больше всего на свете. Время шло медленно, как вода в старой реке за окном. В детском доме я рос не по дням, а по мгновениям переживаний. Каждое утро, каждый вечер складывались в тяжелые, но важные кирпичи моей судьбы. Здесь я учился не только грамоте и арифметике, но и тому, как жить без надежды, как не просить лишнего, как прятать свои чувства в самый дальний угол души. Пустые вечера были тяжелее всего, часы тянулись бесконечно. И я слушал, как по коридору уходит Ольга Борисовна, а за окнами замирали голоса других. В библиотеке были старые книги, иногда потрепанные журналы с коричневыми страницами. Я жадно читал их, выучивал наизусть стихи и рассказы. Иногда старался повторить на ночь строку из Пушкина или Лермонтова. Выхожу один я на дорогу. Все было мне близко. Одиночество, тоска, призрачная надежда на встречу. В один из дней, когда снег начал выпадать, а окна покрыл иней, к нам приехала комиссия. Воспитатели суетились, дети нарядились в лучшие рубашки. Я понимал, возможно, кто-то из нас скоро покинет эти стены. В глазах многих была надежда. Я не ждал никого, но сердце стучало чаще. После ужина Ольга Борисовна подошла ко мне. В ее руках было письмо. «Юра, для тебя. Это от мамы». Я смотрел на конверт так, как будто там заключено все счастье мира. Дрожа, я разорвал бумагу. И через секунду забыл, где нахожусь, кто я, сколько мне лет. Письмо было написано неуверенной, дрожащей рукой. «Мой любимый сын, я никогда не переставала тебя искать. Той ночью, когда тебя забрали, меня увезли в больницу. Я долго болела, потеряла память, но последние годы снова ищу тебя. У меня рак. Ты вырос, наверное, стал взрослым и умным. Ты — самое важное, что было в моей жизни. Если сможешь, приезжай. Я жду тебя». Я не верил глазам. Сколько лет прошло, сколько слез пролито, сколько молитв сказано впустую. Я плакал, тихо, беззвучно, чтобы никто не услышал, не заметил. Ольга Борисовна гладила меня по плечу, пыталась что-то сказать важно, но я уже был в другом мире. В мире, где мама жива, где у меня есть второй шанс. Через 3 дня меня повезли в больницу. Дорога длилась бесконечно. За окнами сыпал снег. Но как только она открыла глаза, я узнал ее. По взгляду, по дрожащей улыбке, по слабому голосу. «Юрочка, родной мой».
Я сел рядом, взял ее ладонь. Она была теплой, едва ощутимой. Мама улыбалась сквозь слезы. Ты стал взрослым, красивым, сильным. Я всегда знала, что у тебя все получится. В тот момент мне не нужны были ни слова, ни объяснения, только ее прикосновение, ее взгляд, ее дыхание рядом. Мы говорили мало. Мама рассказывала, как искала меня по домам, как писала письма и молилась годами, каждый вечер. Я рассказывал ей о детском доме, о своих страхах, о том, как переживал каждый новый день. Мы сидели вместе, и эти минуты были самыми счастливыми в моей жизни. Через 3 дня мама умерла. Я держал ее за руку, а она меня. Ее глаза не потускнели до самого конца. Она ушла тихо, без боли, оставив мне главное — память, тепло, надежду. Я не кричал, не звал никого на помощь. Просто молча сидел, пока не стемнело за окном, и понял. Теперь я снова один. Возвращаясь в детский дом, я был другим. Сердце стало тяжелым, но где-то внутри осталась крепкая, как кора дерева, вера. Если любить кого-то, даже на расстоянии, даже сквозь годы, это сильнее всех бед. Мама ушла, но ее слова остались со мной навсегда. Я стал тише, серьезнее, страха больше не было, осталось только усталость и внутреннее одиночество. Воспитатели не замечали перемен. Я хорошо учился, читал, помогал на кухне. Но никто не видел, каждую ночь я шептал во тьме. Ты меня любила. Ты всегда будешь со мной. Мы стояли строем в актовом зале, в мятных рубашках с выцветшими ленточками, и смотрели, как директор раздает документы, поздравляет и говорит что-то правильное, но отдаленное. Казалось, все вокруг ждут перемен, но не верят в них. Я не ждал чуда. Впереди была взрослость, куда никто из нас не хотел идти вслепую. В этот день было много слез. Не радости, а прощания, страха, сожаления о том, чего не удалось найти. Мои друзья — Вова, Саша, Ира — обаятельно улыбались, прятали тревогу в карманы. Кого-то ждали приемные родители, кого-то работа в ПТУ. Я оказался свободным, но эта свобода была горькой, как сухой хлеб. Пошел на железнодорожный техникум. Так советовали воспитатели, так просила судьба. Учился упорно не ради оценки, ради ощущения, что не пропаду. В дневное время пахло машинным маслом, вечером — пылью аудитории. Преподаватели были строгие, но справедливые. Жизнь не учит тому, чего не нужно. Держись, Юрий. Я держался и все чаще думал, зачем, ради чего. В общежитии было тесно, но благо привычка быть чужим спасала. Я редко участвовал в ночных посиделках, не искал друзей, привык решать все сам. Дни тянулись, работа с металлом, конспекты, редкие поездки в город. Внутри одиночество без края. Мама снилась редко, но всегда плакала во сне. Я просыпался с ощущением, будто плечо тесно прижато к ее ладони, и весь день был наполнен ее отсутствием. Были попытки дружбы. Сосед по комнате Лёшка звал на рыбалку. «Ай, Юрка, брось читать. Пошли на речку, там крысы, но зато тишина». Я смеялся, иногда соглашался, ловил пескарей, слышал чужие истории, умел слушать, но никогда не открывался. Лёшка удивлялся. «Ты как дом без окна. Вроде есть, а свет не проникает». Я не спорил. Так, первые заработанные деньги — это всегда не только радость, но и тревога.
Как их потратить, не совершить ошибку, не остаться вновь на нуле. Я работал летом на строительстве, таскал кирпичи, мешал раствор. Был вечно в пыли. Бригадир, дядя Коля, смотрел на меня пристально. Вижу, детдомовский, руки золотые, а по глазам тоска. Я отводил глаза, эти слова проникали глубже любой обиды. В свои 18 я был похож скорее на старого человека, чем на юношу. Сдержанный, молчаливый, привыкший все придумывать сам. Осенью я снял комнату у пожилой женщины, тетушки Зои, в старой хрущевке. Она сразу поняла, что не нужно спрашивать, что не нужно лезть в душу. Просто варила мне борщ и оставляла в прихожей свежие носки. «Ты, Юрочка, бери, не стесняйся». Иногда поздними вечерами в городе шел дождь, и все возвращало меня в тот год, в ту ночь, когда я остался один. Все ужасы прошлого, вся хрупкость настоящего, вся неизведанная взрослость давили. Я пил горячий чай, слушал, как капли стучат по подоконнику, и думал, сколько их, таких, как я, по всей стране, потерянные, вечно ищущие свое, но так и не нашедшие. Работа была тяжелая, но меня уважали, не говорили лишнего, не предъявляли претензий. Иногда приходили мысли о будущем, а что, если начать все заново, попробовать быть счастливым? Но страх, вечный спутник сироты, не отпускал. Я не умел быть любимым, не умел просить, не умел принимать тепло. В этом был мой удел, моя тайна, моя боль. Так проходили годы. Одни сменяли другие, тихо и немного грубо. Было много квартир, разных, ветхих, пустых. Было много людей, добрых и жестоких, но не один. Несколько раз мы вместе готовили ужин, слушали старое радио, смеялись над неудачными шутками. Но чем ближе она становилась, тем сильнее я отдалялся. Боялся потерять, боялся причинить боль, боялся быть снова выброшенным, уже добровольно. Так и не решился остаться. Марина потом долго пыталась поговорить, звонила, писала письма. «Юра, тебе просто нужно открыться. Без риска счастья не бывает». Но я не умел рисковать своим сердцем, я умел только выживать. И так продолжалась моя взрослая жизнь, шаг за шагом, работа за работой, комната за комнатой, которые всегда были либо слишком тесными, либо слишком пустыми. Я знал, что однажды наступит старость, которая будет еще холоднее, чем детдомовская ночь. Но тогда мне казалось, она далеко. А пока нужно просто идти, жить, быть. Оставался только вопрос, что делать с одиночеством, если оно твой единственный друг. Одиночество стало частью меня как привычка к ранним подъемам или умение быстро складывать простые вещи. С годами я все реже думал о будущей семье. Страх потерять кого-то вновь был сильнее любой мечты. Я складывал свою жизнь из маленьких радостей. Запах свежеиспеченного хлеба в соседнем ларьке, приветливый кивок вахтера, тихие вечера с книгой, которые больше всего напоминали детство. Работа забирала все силы, но была честной. Я стал мастером участка на стройке. Меня уважали, звали Юрий Сергеевич. Смешно. Раньше я боялся этого имени. Оно казалось слишком взрослым. А теперь оно стало щитком, за которым можно было спрятать уязвимость. Я научился делать все быстро. Класть кирпич, равнять цемент, разбираться со сметами. Люди смотрели с уважением, но никто никогда не звал меня по-дружески на дачу, не приглашал просто так сходить в кино. Иногда я все-таки пытался общаться. Коротко, мои мысли были глубже и тише.
о том, останется ли кто-нибудь на свете, кто когда-нибудь запомнит мои слова. У меня появлялись маленькие мечты, почти детские. Захотелось ездить к Волге, где в детстве ловил окуней с дядей Мишей, тем самым пекарем, который однажды спас меня. Я нашел его адрес. Он давно был на пенсии, жил с женой в маленьком доме, растил помидоры. Захватил буханку хлеба, постучал в старую дверь. Дядя Миша сразу узнал меня, хотя прошло более 30 лет, морщины сделали меня совсем другим. «Юрка, что с тобой, сынок? Смотрю, остался такой же молчун, только седины прибавилось», — с улыбкой спросил он. Мы сидели на веранде, пили чай, вспоминали о том самом дожде, что однажды сделал меня совсем другим. Я впервые за много лет почувствовал взрослое счастье быть рядом с кем-то, кто знал меня маленьким. После той встречи я держал связь с дядей Мишей, приезжал иногда, помогал по дому, приносил лекарства. Он рассказывал свои истории, смешные, трогательные, иногда страшные. Его жена, Мария Ивановна, угощала меня пирогами и всегда говорила: «Ты, Юрочка, не будь один. Мы рады тебе. Приходи». Это были простые слова, но для меня они становились праздником. На работе часто случались аварии. Однажды под моими ногами провалился старый настил. Я сильно ударился, сломал ногу. Несколько недель провел дома, научился быть еще более терпеливым. Один в комнате, наедине с мыслями. Никто не пришел, кроме дяди Миши. Он тихо поставил пакет с фруктами на тумбочку, сказал: «Держись, Юра. Мы с Марией за тебя молимся». Здоровье стало портиться, я стал чаще болеть простудами, уставал от шумных улиц. Врачи назначили обследование, прописали лекарства. Иногда во сне я видел дом, где мама накрывает на стол, где отец уже не злой, где у меня есть младшая сестра, которую никогда не было. Такие сны становились моим убежищем. Каждый раз я просыпался по-настоящему живым, но в течение дня снова возвращался к привычной тишине. Дни складывались в недели, недели в годы. Мои фотографии никто не печатал, моих писем никто не читал. Мои рассказы слышал разве что дядя Миша, если я решался открыть душу. Однажды зимой, сопроводив очередную смену на заводе, я выехал домой по скользкой дороге, поскользнулся, сильно ушиб спину. После больницы спросили, есть ли кто заберет меня. Я сказал: нет никого. На меня смотрели удивленно, но ничего не спросили. Ведь таких, как я, много. Мы всегда на виду, но всегда незаметны. Постепенно моя жизнь уходила в тень. Я больше не боялся одиночества. Оно стало привычным, почти родным. Я старался читать, слушать музыку, смотреть, как за окном меняются времена года. Лет 40 своей жизни я отдал работе, теплым коротким встречам, редким праздникам с чужими людьми. Все остальное — ожидание, что однажды кто-нибудь вспомнит меня. Я стал старым, внешне привычно строгим, внутри все тем же 6-летним мальчиком, ищущим маму на заплаканной улице Костромы. Хранил то самое письмо, перечитывал его каждый год. Ты всегда в моем сердце. И знал, даже если никто никогда не придет, значит, такова моя судьба. Главное — остаться человеком, каким меня учила быть мама. Старость пришла тихо, без предупреждения, как зимний иней на окне в октябре, как пробудившаяся поутру боль в колене. Я все меньше выходил из дома, все чаще погружался в книжки, старые письма, в редкие воспоминания, которые пытались меня утешить. Однажды соседка: «Одиночество, оно не ругается, не изменяет,
и его не надо уговаривать остаться. С годами все стало медленней. Дни будто бы растворялись, но внутри меня не исчезало главное — та способность быть благодарным за мелочи. Утром я слушал, как за окном кричат галки, считал облака, пил крепкий чай, благодарил за тепло. Даже в самом простом находил смысл, находил проблески света. Но здоровье становилось все хуже. Врачи говорили, что нужно постоянное наблюдение, уход, контроль. Я не спорил. Устал бороться. Устал доказывать миру, что могу сам. Так я оказался в пансионате для пожилых людей на окраине Москвы, рядом с полем, где летом пахнет черемухой, а зимой слышно, как по снегу идут далекие поезда. Здесь все другое. Белые стены, аккуратные кровати, запах лекарств и стерильности. Персонал отзывчивый, пусть и занят каждый своим делом. Утром приходят санитарки, вечером медсестра спрашивает, какое давление. Иногда навещает социальный работник, задает простые вопросы. «Юрий Сергеевич, как вы себя чувствуете?» «Не скучно?» Я редко отвечал честно. Зачем? Все слова о скуке здесь воспринимаются как плохой тон, как каприз. Я говорил: «Все нормально, спасибо». Но внутри шла настоящая война. Война с прошлым, пустотой, с чувством, что все, что дорого тебе, осталось где-то вдали, за поворотом жизни. В пансионате я познакомился с соседями. Михаил Павлович, бывший инженер, с печальными глазами любил играть в шахматы и вспоминать, как строил мосты в молодости. Анна Владимировна, бывшая преподавательница, рассказывала стихи наизусть, иногда плакала по ночам, когда никто не слышал. У каждого своя история, свое одиночество. Каждый держится как может. Вечерами мы собираемся в общей комнате. Кто за пёст. Однажды зимой, когда первый снег ложился на подоконник, я вспомнил все сразу. Ночь, когда отец выбросил меня на улицу, голос матери, ее письмо. Лица ребят из интерната, трудные работы, чай на веранде у дяди Миши, Марину с ее письмами. Все попытки быть в этом мире хоть кому-нибудь нужным. Сердце болезненно сжалось, и я понял. Вся моя жизнь прошла в поисках любви, но я так и не научился ее принимать. Мне казалось, что любовь — это слишком дорого, слишком уязвимо, слишком страшно. Вдруг потеряешь опять. В эти минуты мне особенно хотелось поговорить с кем-то, кто поймет. Михаил Павлович сидел у окна и тихо говорил: «Юра, знаешь, каждый из нас оказался здесь не случайно. Мы старались, мы были добрыми, мы все пытались держать себя в руках. Но кто-то ведь должен помнить, что даже самые простые жизни стоят чего-то». Я задумался, вспомнил, как учили меня: не плакать, не жалеть себя, не просить. Но самое тяжелое — это не забыть себя самого среди всех этих стен, дней, долгих вечеров. Теперь мои дни похожи друг на друга. Зарядка, лекарства, скромный завтрак, редкие прогулки под присмотром медсестер. Я стараюсь делать вид, что все просто рутина, просто очередная глава книги, которую когда-то начал. Но даже самые лучшие романы приходят к концу, а у героя остается только итог. Был ли он счастлив хоть миг? Любил ли он хоть единожды? Смог ли простить? В ночи, когда не спится, я снова и снова возвращаюсь к самому началу, к той самой дождливой костромской ночи, к маме, к письму, к тому мальчику, который был готов отдать все за одно слово «люблю». Думаю о прошлом, вздыхаю, иногда плачу, тихо, чтобы никто не услышал.
В такие мгновения понимаю.